Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». В студии работает Эльмира Гайнудинова, и я готова рассказать о главных событиях уходящей недели. Хорошим дорогам быть в Челнах капитально ремонтируют проспект Яшлык и Боровецкий мост. На объектах вместе с мэром Автограда побывала и Эльмира Гайнудинова. Ягоды, цветы и овощи. В Челнах началась продажа первого урожая. Как повлияла погода и поменялась ли цена, узнала Яна Вальдю. Бег в мешках, перетягивание канатов и армрестлинг. В Челнах отметили сабантуй для людей с ОВЗ. 10 девушек и 1 титул. В Набережных Челнах выбрали главную красавицу Сабантуя. Кто же это, узнаете в материале Лилии Гатиной. В Челнах продолжается капитальный ремонт проспекта Яшлык. Участок обновят на отрезке от кольца завода двигателей до проспекта Мира. Общая протяженность составит 2 километра 100 метров. Сегодня мэр Автограда побывал на объекте и оценил ход выполнения строительных работ. Какие изменения произойдут, узнаете в нашем материале. Сейчас строители занимаются обустройством тротуаров. Они будут по обе стороны проспекта Яшлык. Велосипедные и пешеходные зоны разделили. Кроме того, дорожники установят 19 новых автобусных и трамвайных остановок, 391 опору освещения, построят 370 метров ливневых канализаций и многое другое. Все эти работы выполнят в ходе капитального ремонта проспекта Яшлык. Обустраиваем новые развороты. Это перед 40 лет Победы, если мы отсюда едем, и после 40 лет Победы. Где это, в каком месте? Это вот. То есть мы, если едем от первой дороги, условно говоря, для того, чтобы не загружать перекресток, чтобы на 40 лет. Раньше как это было? Сюда заезжаешь, через 40 лет разворачиваешься и едешь обратно. То есть перекресток тем самым загружается. Для того, чтобы разгрузить перекресток. До перекрестка? Да, до перекрестка один разворот сделали, ну и, соответственно, с той стороны то же самое. Решат проблему с полотном со стороны 52-го комплекса. Там находится 3 детских сада. Родители малышей часто жаловались на плохое состояние дороги. Планируется, что теперь будут парковочные места с выездом и заездом. Со стороны 63-го комплекса обустроят новый местный проезд. Его сейчас вообще нет. Он необходим для того, чтобы разгрузить основную дорогу. Как отметил директор предприятия «Автодорог», есть определенные трудности с доставкой бетона. Но, несмотря на это, работы выполняются в срок. Не останавливаемся. Идем в графике. Трудности есть, к сожалению. Трудности есть. Вопрос с цементом. Вопрос с цементом. Стройки много в городе, и цемента, к сожалению, не хватает. Радоваться нужно, что стройки много. Яшлык обновят на отрезке от кольца завода двигателей до проспекта Мира. Это и строительство дорог-дублеров, что у нас в городе Набережные Челны существует на практике для заезда в микрорайоны города, в данном случае в новый микрорайон, так и строительство тротуаров, велодорожек. Одним словом, все, что необходимо для улучшения качества жизни жителей нашего города. Но в этом году капитально отремонтируют не только проспект Яшлык, также обновят и улицу Виктора Полякова. Совсем скоро здесь уложат уже верхний слой асфальта, и автолюбители смогут заметить все изменения, которые здесь произошли. Верхний слой асфальта будут укладывать с 18 по 24 июня. Поэтому дорожники заранее извинились за временные неудобства. По контракту строительные работы на проспекте Яшлык должны быть завершены 11 ноября текущего года. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости «Набережные Челны». Преобразится не только проспект Яшлык. В Челнах также продолжается капитальный ремонт Боровецкого моста. Он будет проходить в 2 этапа. Так, в этом году обновится в сторону города. Планируется, что строители увеличат несущую способность объекта, пешеходные тротуары расширят. В Автограде обновляют самый длинный Челнинский мост. Это Боровецкий. Его протяженность составляет 312 метров. Объект был построен в 1984 году. И это первый капитальный ремонт, который здесь проводится. Проблемной зоной Боровецкого моста были пешеходные тротуары. За долгие годы эксплуатации плиты были в плохом состоянии. Это и разрушение железобетонных конструкций, оголение металлической части. По словам строителей, они представляли опасность. В будущем тротуары будут надежными, шириной 2 метра с каждой стороны. Мост будет усилен. Это будут натянуты стальные канаты. 186 тонн у нас здесь стальных канатов. 200 километров, чтобы это вам представить. Вот от Челнов до Казани можно растянуть этот канат, который здесь будет между балками в несколько пучков натянут, а потом балки будут спарены между собой бетоном.
Две проезжие части разделят. На мосту установят двустороннее барьерное ограждение. Будут 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Ширина каждой 3,5 метра. Также предусмотрено обновление столбов освещения. Ремонт на Боровецком мосту проведут в 2 этапа и без полного перекрытия. Мэр города сообщил, что в ближайшие годы необходимо привести в порядок и другие объекты, которые были построены 40-50 лет назад. Это и мост через реку Меликеску, где нужно и расширять и тротуары, где нужно расширять проезжую часть, где полностью провести инспекцию и дефектовку всего инженерного сооружения. Что касается Боровецкого моста, то ремонт части объекта будет завершен осенью текущего года. А в 2025-м строители приступят к обновлению второй половины в сторону садовых обществ. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзи. Новости. Набережные Челны. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8 939 311 31 31. Оставьте свое сообщение в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Клубника, жимолость и огурцы. Челнинцы приступили к сбору первого урожая. На стихийных рынках горожане ежегодно реализуют излишки продукции, выращенной собственными руками. О том, как садоводы спасали урожай, в репортаже Яны Вальдю. Резида Каямова – садовод с 10-летним стажем. Урожай спасли благодаря укрывному материалу, признается дачник. Посадила больше клубники, чем в прошлом году. Но часть плодов замерзла. И вырастить ягоды удалось в прежнем объеме, говорит она. Клубника, говорю, местами замерзла, но хороший урожай, хороший. Пока 200 рублей стакан, потом уж 150-100 рублей будет. Дачники поделились опытом, как им удалось сохранить урожай. Самый главный секрет – навоз, труд, вода и все. Время у нас есть, Бабаев. Да каждый день, чтобы вырастить урожай, надо 3 вставать, ложиться 8-9. Все знают, что она не боится ни мороза, ни снега. Она до 50 градусов мороза выдерживает. Цветет рано, поэтому ей ничего не страшно. Также в продаже у дачников появились сосновые шишки. Они рассказали, для чего нужны такие необычные плоды и что из них делают. Люди принимают как лекарство. Можно варенье делать, можно настойку делать, можно их заваривать, пить. Собираем в лесу, далеко из города. 150 литров. Вот эти, как вы говорите, шишечки, которые они тоже для здоровья. Мы их завариваем, пьем, потому что нам уже под 80 лет, понимаете? Делаем вот такой состав. И также принимаем там поскольку, это уже надо знать. Но не всем садоводам удалось сохранить урожай. То, что было до мая месяца, все погибло. И в мае тоже. Потому что были сильные морозы. В Меликеске тем более на 5 градусов холоднее, чем здесь. Цветы замерзли много. Потом яблони замерзли у нас. Смородина тоже замерзла, крыжовник, много чего замерзло. Цветы много замерзли, но маленько отходит. А зелень уж это попозже уж уходит. Вот продаем чуть-чуть. Сажать заново пришлось огурцы, помидоры, перцы и баклажаны, добавили дачники. Ян Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Качественный турецкий текстиль из натуральных материалов. Низкие цены. Экономьте до 50%. Постельное белье, подушки, пледы, одеяла, на матрасники и многое другое. Набережные Челны, Мусы Джалиля, 55Б. ТЦ «Центральный ряд». Качественное лечение аденомы, простатита и эректильной дисфункции. Прием ведет уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Шахматы, бег в мешках, армрестлинг и многое другое. Сегодня на ипподроме прошел сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они участвовали в различных конкурсах и смотрели выступления творческих коллективов города. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.
40. 41. 40. Давай. Ильфак Хасанов Сабантуй не пропускает. Как признается мужчина, старается во многих соревнованиях принять участие. Так, сегодня ему удалось 41 раз поднять 15-килограммовую гирю. Вот пригласили, думаю, себя показать, людей посмотреть. А так тяжело. Вот сейчас серьезно думаю заняться гировым спортом. Ну что, молодцы, что такое мероприятие делают. Спасибо, как говорится, администрации. Челнинцы поделились своими эмоциями от праздничной программы и участия в различных играх. Давно хотели поучаствовать в таком мероприятии. Ну вот, приехали, и все нормально. Думаем, что папа еще на следующий год будет больше, сможет поднять гирю. Нам очень приятно. И там участвовали, и в мешках побежали. Все, подарки много получили. У ребенка такие эмоции. Очень вообще приятно. Первый Сабантуй для людей с ОВЗ организовали 25 лет назад, вспоминает Ракит Абдульманов. Начинало все в 1999 году на электротехников, но со временем все больше челнинцев стали присоединяться к празднику. И теперь многие участники прошлых лет стали и паралимпийскими чемпионами, говорит мужчина. У нас уже воспитанные чемпионы мира, Европы, инвалиды-спортсмены нашего города выступают уже очень сильные, их знают везде, вся Европа, весь мир знает. Мы рады, что это у нас происходит именно в Набережных Челнах, один из ведущих городов нашей республики. То, что делают наши параспортсмены на таких мероприятиях, поднимает дух города, добавил мужчина. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. А уже завтра состоится городской Сабантуй. Накануне выбрали главную красавицу Сабантуя. За это звание боролись 10 девушек в возрасте от 16 до 24 лет, знающие татарский язык. Кто стал победителем, узнала Лилия Гатина. В этом году конкурсу «Сабантуй» Гузяле исполнилось 30 лет. Организаторы подготовили много сюрпризов для зрителей. Один из них – открытие конкурса победительницами и участницами прошлых лет. Поздравить финалисток пришла и первая Сабантуй Гузяля Лилия Гайсина, которой сейчас 61 год. А за титул главной красавицы боролись 10 девушек в возрасте от 16 до 24 лет. В течение месяца участницы обучались хореографии, модельному и ораторскому искусству, вокалу, а также готовили татарские национальные блюда для членов жюри. Очень волнительно. Жду от этого конкурса только положительных эмоций. Даже не будет жалко, если я не буду Сабантуй Гузяле, потому что мне все здесь нравится, и я буду только рада за других девочек. Я очень рада, что меня пришло поддержать очень много людей, моих друзей, моя семья. Каждая девочка по-своему хороша, поэтому каждая достойна победы. Основной тематикой юбилейного сезона стал год семьи. Напомним, главная цель конкурса – сохранение и популяризация языка и традиций татарского народа. Казалось бы, на отборочном туре у нас 2 танцующие, то есть творческие номера, именно танцы. Но девочки оказались все музыкальные, ритмичные, все со слухом, как говорится. Поэтому получилось все легко и просто. Молодцы. Мне было легко с ними работать. Большое им спасибо. Они были дисциплинированы, организованы. Поэтому было все просто и легко. Государством правили женщины. Вот такие у нас были женщины. И наши сегодняшние конкурсанты ничуть не хуже. И я надеюсь, что они тоже найдут свою нишу в этом мире, найдут себя, создадут семьи, вырастят детей. И еще своих детей, дочерей приведут вот на этот конкурс. В отличие от предыдущих лет, в этом году для красавиц подготовили и блиц-опросы. Вопросы были связаны с татарскими традициями и городом Набережные Челны. По словам членов жюри, выбрать среди 10 девушек единственную Сабантуй Гузяли 2024 было сложно, ведь каждая из них достойна победы. Пришло время говорить все-таки, кто есть победитель. И я думаю, это такая волнительная минута. Я бы хотел назвать победителя Сабантуй Гузяли 2024. И это Гаянова Амина. Победительницей конкурса стала 16-летняя Амина Гаянова, девушка-студентка индустриального педагогического колледжа НКПУ. Я не верила, что я стану победительницей Сабантуй Гузяли. До сих пор, как будто я во сне. Я в шоке.
В день празднования Сабантуя, 15 июня, Амина Гаянова в окружении финалисток появится на главной сцене и поздравит абсолютного батыра Сабантуя. Лилия Гатина, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Самая длинная шаурма в Татарстане. Именно так заявили организаторы. Такой рекорд установили челнинские повара. Чтобы ее скрутить, понадобилось 6 человек и всего 10 минут. Ее готовили на открытом воздухе на набережной имени Фикрата Табеева. Наша съемочная группа не смогла пропустить мероприятие такого масштаба. Рекорд Татарстана! Самую длинную шаурму длиной 3 метра! Идея создать самую длинную шаурму в Татарстане пришла внезапно, рассказывает Азат Аскеров. Было желание побить мировой рекорд, но для начала решили потренироваться, признается мужчина. И результат порадовал. 3 метра 36 сантиметров. Рецепт использовали традиционный. В состав вошли мясо, помидоры, огурцы, корейская морковь, пекинская капуста, лук и секретный соус. По весу, честно говоря, не могу ответить, но мясо ушло порядка 3 килограмм, а огурцов, наверное, ушло порядка 400-500 грамм, столько же ушло помидоров, вот, и остальных ингредиентов чуть-чуть поменьше. Самую большую шаурму, как и еще около 100 штук в стандартном размере, раздали челнинцам и гостям города, которые поделились своими эмоциями с нашей съемочной группой. Мероприятие мне очень понравилось. До сих пор не могу насладиться этой наиприятнейшей шаурмой. Даже заморался чуть-чуть, извините. Вот 3-метровую шаурму сделать, даже больше 3 метров. Своими глазами первый раз видел такую длинную шаурму. Я никогда не видел, чтобы побивали рекорд. Самая длинная шаурма. Это очень удивительно. Даже дали бесплатную шаурму. Я очень рад. Спасибо большое. Смотрела, что сегодня будут раздавать. Я такая, мы тут как раз. Вот, поднялись. И нам и угостились. Вообще здорово. Вообще обалдеть. И прямо на наших глазах закручена 3-метровая шаурма. 3-метровая шаурма приготовлена, но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом. В конце лета они планируют побить мировой рекорд. Предыдущий был установлен в Санкт-Петербурге. В северной столице страны приготовили шаурму в 151 метр. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Это все новости уходящей недели. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гайнудинова. Хороших вам выходных. Увидимся на нашем телеканале, а может быть и на Сабантуе. До свидания.